Сегодня в Чувашии действует больше 20 направлений государственной программы по поддержке агробизнеса. Как принять в них участие и правильно оформить документы? Агроинновации проводят серию семинаров для сельхозпредпринимателей. В этом году условия предоставления грантов изменились, поэтому такие курсы необходимы. А пока одни только изучают, как писать бизнес-планы, другие уже претворяют свои мечты в жизнь. Наша съемочная группа выехала в Урнарский район, чтобы посмотреть, как развивается хозяйство начинающего фермера, который получил такую государственную поддержку в прошлом году. 24-летний Денис Авакумов еще учится на 3-м курсе Чувашской сельхозакадемии, а уже руководитель собственной фермы. В прошлом году он единственный из Урнарского района выиграл грантовый конкурс. Получив от Минсельхоза Республики почти 3 миллиона рублей, молодой человек построил коровник и начал заниматься животноводством. Идею создать семейную ферму и подать документы на грант Денису подсказал отец, который в молодости сам мечтал о таком бизнесе. Что я планировал, сам не смог, что сын добился этой цели, конечно, душа радость. Пока Денис полностью следует своему бизнес-плану. Построил ферму, купил трактор и специальное оборудование к нему, официально трудоустроил к себе 2 односельчан. Многое приходится делать самому, но во время посевной начинающий фермер планирует взять к себе в помощь еще 2 человек. И молодежи, конечно, советую, пускай не боятся, идут, чтобы получают вот эти субсидии, гранты вот эти, потому что помощь от государства есть, можно сказать. И работать можно, и в селе можно зарабатывать. Самое главное не лениться. Если лениться будешь, конечно, и в городе нигде деньги не дают. Сейчас в хозяйстве у Дениса уже 50 голов крупного рогатого скота, 26 дойных коров и недавно рожденные телята. С реализацией продукции проблем, говорит, нет. За 2 дня ферма сдает тонну молока. Но на этом молодой человек останавливаться не собирается и планирует до конца года увеличить поголовье вдвое. Есть даже желание объединиться в кооператив с друзьями. Желающих зарабатывать на экологически чистом продукте достаточно. Таких молодых людей мы должны поддерживать, которые хотят работать, есть настроение, есть такое еще фермерское хозяйство. Яковлев Виталий Георгиевич, его сын уже Александр, также хочет участвовать в конкурсе и продолжить дело отца. В Урнарском районе сейчас 56 фермеров. 26 из них в свое время получили господдержку. В этом году условия предоставления грантов изменились. К примеру, семейным животноводческим фермам можно будет направлять средства гранта не только на строительство, реконструкцию или модернизацию, но и на приобретение самих ферм и производственных объектов по переработке продуктов животноводства. Кроме того, претендовать на грант в этом году смогут и те, кто уже получал его ранее. Но с этого времени должно пройти не меньше 2 лет. Бизнес-план по созданию и развитию семейной животноводческой фермы должен быть со сроком окупаемости не более 5 лет. Екатерина Храмкина, Екатерина Фомина, Екатерина Янгалакова. Вести Чувашия.